Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Alive. Сегодня мы с вами гадаем на Таро Лоренци. Помните, да, я делала обзор на замечательную тему «Будет ли у вас новая любовь?» Вот такая тема интересная в этом году, да? Будет ли у вас новая любовь в этом году? Но вот прям проанализируем вам ваше состояние и что для этого нужно сделать, для того, чтобы у вас была новая любовь. Вот, поэтому осмотрим все перспективы, да, будет ли у вас новая любовь. Ну, это для тех, кто на самом деле хочет новую любовь, да, и у кого нет старой любви какой-нибудь, или если она есть, то она уже не нужна. Вот, у нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Будет ли у вас новая любовь? Вот такой расклад интересный. Так, сейчас все осмотрим. Пока я перемешиваю карты, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, поставьте лайк этому видео. А после просмотра обязательно пишите свой комментарий. Чем вы дольше смотрите, тем больше помогаете каналу. Также там есть карточка для донатов в комментарии в закрепленном. И можете становиться спонсорами канала, смотреть рекламу. Так, давайте посмотрим дно колоды. Послание высших сил. Видите, король жезлов. Вот у вас уже идет знак, прям знак, что, конечно же, для тех, кто видит вот это послание, вот уже мужчина, да, для женщин. А для мужчины страсть кому-то обязательно, увлеченность, да. Поэтому, конечно, здесь есть потенциал очень большой. Вот сейчас будем его, этот потенциал, рассматривать. Итак, первая карта будет показывать как раз-таки ваш потенциал для того, чтобы вы завели отношения новые, новую любовь в этом году. В году, когда вы смотрите это видео. Ваш потенциал, да? Ваш потенциал для новой любви. Выкладываю 3 карты, 3 позиции. Так, 3 карты, 3 позиции. И украшаем нашими букашками, да. Давайте вот поменяем места. Только первая позиция будет вот эта теперь брошечка. Вторая позиция, давайте вот так. Лягушка будет третья, да, а вторая муравей. Потому что в прошлый раз у меня было в другом, ну, должен быть другой хотя бы порядок, да. Потом уже камни достану какие-нибудь. Итак, первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону, да. То есть вот будет ли у вас новая любовь уже в этом году, в году, когда вы смотрите видео, сразу предупреждаю. Просто можно в ближайший год, если так, ну, боитесь, да, мало ли там, мало от года могло остаться. Итак, ваш потенциал. Какой у вас конкретно сейчас потенциал завести отношения? Вот мы здесь видим королеву мечей. Ну, конечно, больше всего мужчины меньше гадают, женщины больше всего гадают, да? Вот. И королева мечей — это мужчина, видите, ходит у нее по лезвию ножа, он у нее цепляется за меч, вот отваливается. И, конечно, у нее слабый потенциал заводить отношения. У нее, вот видите, тут мечи воткнутые, да, вот. То есть она страдает или она мстит, да. То есть она, ну как, травмирована, скорее всего, и не видит для себя возможностей заводить отношения. То есть потенциал сниженный, я вам скажу точно. Даже если вы мужчина, вот смотрите, вы как будто бы пострадали, ну, как бы, возможно, от женщины. Какая-то женщина даже, вероятно, желает вам зла. Или обижена на вас, и вам трудно заводить новые отношения. Потенциал сниженный для новой любви. Это не значит, что вы ее не заведете, эту новую любовь. Это значит, что у вас есть негативное чувство.
То есть чувство, во-первых, как программа одиночества у королевы мечей всегда присутствует. Во-вторых, она действительно сердится на противоположный пол. Вот, здесь есть обида, здесь есть злость, здесь есть холод, вот, мороз такой по коже идет. Она, конечно, в себе как человек чаще всего уверена, но она уверена в том, что ей нужно что-то сделать нехорошее, да. Ну, как-то вот оградиться от мужчин, либо им отомстить. Ну, либо вот если мужчина, то он боится женщин, да. Она для него ледяная, она для него как снежная королева, любая женщина. Да, здесь сниженный потенциал. Но все-таки мы смотрим дальше. Какие у вас есть ожидания и страхи? То есть мы посмотрим, да, какие у вас есть ожидания и страхи. Какие у вас есть ожидания и страхи. Влюбленные, вот видите, у вас есть ожидания, да, что вы заведете отношения, что у вас будет большая любовь. Вы на самом деле вот в голове-то этого хотите, но у вас есть негативные программы. Может быть, у вас, даже если вы женщина, на вас влияла какая-то женщина негативно, потому что ну, что-то плохое произошло. Может быть, вы вдова, разведенная женщина, да, или женщина, которая рассталась с мужчиной на нехорошей ноте. И, соответственно, головой вы понимаете, что вы хотите очень хороших вот, любовных отношений, и это ваше ожидание. Но есть что-то плохое внутри, да, то, что разъедает. И потенциал из-за этого снижен, конечно. Давайте посмотрим, над чем нужно поработать, вот, чтобы завели вы отношения в этом году. Да, над чем нужно поработать. Значит, идет карта семерка пентаклей. Вы должны научиться быть хамелеоном. Кто такой хамелеон? Он приспосабливается к любым обстоятельствам и к любым людям, характерам, обстановке. То есть вот карта говорит, во-первых, научить ждать, да, то есть над чем нужно поработать. Даже вот начали вы отношения, не стоит их торопить, да, а научиться как-то вот немножко терпению в любых отношениях. Вот вы это должны понимать. То есть если отношения не соответствуют вашим ожиданиям с первого дня, это не значит, что вы должны их с первого дня и прекратить. То есть нужно отклик какой-то внутри себя, естественно, получить, как вы понимаете, да. Но ну, какое-то время придется приспосабливаться, то есть к тому, что вас как будто бы сначала не устраивает. Давайте посмотрим, будет ли у вас новый человек, новая любовь в этом году. Вышла карта тройка жезлов. Да, однозначно. Но мы здесь видим змей, и мы здесь видим вот как будто бы, знаете, знаки такие, что сердце все-таки вот как, ну, нанизано, да, вот я это так вижу здесь, знаки такие. И я понимаю, что человек, он может быть новый, да, в вашей жизни, но с другой стороны, он как чуть-чуть такой скользкий. Ну вот не сразу он переходит куда-то в серьезную стадию, а начинает как будто бы, да, страсть проявляет, сексуальные отношения могут быть, да, но этот человек немножко так выскользает из рук, вот как будто бы, и выглядит не совсем искренним. Вот так же посмотрите, да, здесь опять же мы видим, человек висит, человек цепляется, человек пытается взобраться, но у него еще не все получается, как будто бы, верно же? И вот карта-то и говорит о том, что человек будет строить планы какие-то на будущее. То есть у вас вполне есть потенциал для знакомства в этом году с этим человеком, да, и он такой активный, вот он согласен сразу на сексуальные отношения, строит какие-то планы, но он еще не переходит сразу вот к новой-то серьезной стадии. И с первого дня вообще мало кто переходит. То есть нужно время для этого. И вот вы научиться должны брать себя в руки. Что мужчины здесь, что женщины, которые смотрят. Научиться должны брать себя в руки в этом плане. Да? Что не торопить события. Не торопить события. Однако вот у нас тут две змеи, но все-таки, да, они как отражение друг друга. В чем-то вы будете похожи. То есть и вы королева мечей, извините, и он... Да, тут такая интересная тройка жезлов, змея. Я это понимаю, вот эту змею, как энергию кундалини, с одной стороны, да. Это мощная такая энергия,
толчок, сексуальная энергия, энергия жизни. Вот. Змея – это энергия жизни, да, это энергия кундалини. Но, несмотря на весь потенциал пары, вы можете проявлять дикое нетерпение, чем все испортите. Этого делать нельзя. Давайте посмотрим вот развитие этих отношений с человеком, которого вы встретите. Видно же, что человек активный, яркий, интересный, да, у него к вам влечение. Солнце, видите, это могут быть очень счастливые отношения, и, скорее всего, такими будут в будущем. То есть вы встретите человека, он вам очень соответствует, да, он очень на вас в чем-то похож, но он чуть-чуть такой вот змеиный, скользкий и иногда бывает холодный. Не всегда он такой теплый, да, но он как ваше отражение этого холода. Вот понимаете, но большой потенциал для того, что... И опять же, видите, на карте Солнца очень похожие люди, одинаковые близнецы. Почему так происходит? Потому что вы действительно, может быть, две половинки одного целого с этим человеком, очень похожие люди, у которых похожие ошибки и похожие черты характера, может, даже черты лица. Еще бывает, знаете, человек родился в год змеи, но в чем-то все равно вас напоминает, ну, в чем-то, что-то похоже. Тут есть и энергия огня, энергия кундалини, да, энергия жизни, но и другая энергия, как будто бы какая-то, может быть, охлаждающая энергия вместе с бурлящей, перемешивается, понимаете, как интересно. И вот я вижу здесь Солнце, да, потенциал огромный в этом году у вас завести новые отношения, новую любовь и быть уже с человеком. И человек-то к вам очень похож, подходит, да, подходит. Но когда вы видите свои недостатки в ком-то, вам их очень трудно принять. Вот давайте посмотрим, чем необходимо пожертвовать, от чего отказаться ради этих отношений, да. Девятка кубков. От некоторых жизненных удовольствий, от зоны комфорта. Да, есть такой момент, что уже задрав ноги, одна или один не полежишь, да? Нужно куда-то идти, что-то там с человеком, проводить время. Это понятно. И придется отказаться от некоторых своих удовольствий, выйти из зоны комфорта. А может быть, даже отказаться от привычек, которые вы имели в питании, или там алкоголь, сигареты. Даже иногда вторая половинка заставляет ограничить себя. Такое тоже очень часто встречается в последнее время. Очень. Что может помешать вашим отношениям? Пятерка мечей. Ну, если вы будете ссориться из-за того, что у вас похожие проблемы, похожие черты характера. Вы же его знаете как себя. Вы будете его видеть насквозь. Из-за этого можете конфликтовать. Ну, так тогда с собой сначала конфликтуйте, а потом уже с этим человеком. В этом тут загвоздка, да? Хочешь с ним поссориться? Поссорься с собой из-за того, чтобы ты вот себе это предъявил или предъявила. Конечно, тут мешают конфликты между вами, непримиримость сторон. Да? Вы захотите этого человека заткнуть за пояс, победить, вас взбесит что-то. Что поможет вашим отношениям? Что поможет? Колесница, совместные поездки. Это, видите, опять двое одинаковых, но они уже друг с дружкой сражаются. Видите, единороги одинаковые, голуби одинаковые, но они как-то враждебно друг на друга смотрят. Поэтому нужны поездки, нужны новые общие впечатления, все вместе делать. А тогда вы будете меньше конфликтовать. Но то, что вы столкнетесь характерами, это точно. Я вам честно говорю. Это надо привыкать, это надо ждать, это надо уметь быть хамелеоном, который приспосабливается. Ну, давайте посмотрим тогда итог. Чем сердце успокоится. Мы же видим здесь, что Солнце, да, что потенциал большой. Королева Пентаклей. Вот либо ты станешь домашней женщиной, либо кто-то вместо тебя. Вот понимаете как? Здесь, если вы будете ориентированы на семью, на то, чтобы понимать человека, на то, чтобы его выслушать, на то, чтобы быть хорошей, если вы женщина, у вас все получится. Мужчина должен женщину здесь что? Уважать. Чем сердце успокоится? Уважением к женщине. Тогда семья будет
предложите ей серьезные отношения, даже если она не согласна, ей будет приятно. Вот, даже если она подождет, потерпит, там, помолчит, не будет сразу кидаться к вам в жизнь, да, но ей будет приятно. Вот. А для мужчины, если вы женщина, и это мужчина, да, вот, значит, нужно становиться королевой Пентаклей, а не королевой мечей. Она, может быть, не такая красавица, конечно, но она зато заботливая. Она умеет иногда выслушать, умеет понять, умеет войти в положение и все вот это, да. То есть нужно учиться хвалить все же, да, и как-то заботиться. Конечно, это важно. Важно стабильность показать, сказать, что да, вы интересуетесь серьезными отношениями. Ну, такой первый ответ. У вас новая любовь-то точно будет. А вот как там в этой новой любви прижиться, вот в чем вопрос, да? Хорошо, хорошо. Может, это из-за сниженного потенциала так, но я думаю, что вы справитесь. Солнце у вас – это перспектива, да, то, что вы справитесь. Хорошо, идем дальше, значит. Идем дальше. И следующая позиция у нас это вторая, да? Вторая. Будет ли у вас в этом году новая любовь? Год, когда вы смотрите видео «Муравей с янтарем с чистое серебро». Ладно, хвастаюсь. Так, первая карта. Ваш потенциал для того, чтобы завести отношения. Король Пентаклей. Ну, потенциал стопроцентный у вас, чтобы завести отношения, стопроцентный потенциал. Потому что король Пентаклей, будь то вы мужчина, будь то вы женщина, это семейная карта. Вы знаете, да, что это семейная карта, и здесь совершенно точно есть вариант создать серьезные отношения. Причем очень повышенный потенциал у человека, сильная притягательность для нормальных отношений. Да? То есть вы своей энергетикой в жизнь привлекаете человека нужного для вас, да? Нужного для вас, для отношений, для жизни, для семьи. И, конечно, эта карта очень хорошая. У вас великий потенциал. Но для женщины тут сразу знак, что вот он мужчина, да? Сразу знак есть, но мы еще будем смотреть сейчас расклад. Но знак уже есть, да, что будет человек. Сразу же видно. Ну и само по себе, да, что карта-то говорит, что вы очень семейный человек, который может заботиться о других, отвечать, проявлять себя, да, то есть это важно, это реально важно, что для мужчины, что для женщины. Хорошо, ваши ожидания и страхи. Давайте посмотрим. Тут у нас 5 жезлов, вы очень боитесь. У вас есть страх и сопротивление и страх конфликтов. Вы сами по себе человек не очень конфликтный, скорее всего, или не хотели бы быть конфликтными с кем-то, да. То есть вас вообще конфликты напрягают, вот как человека. Есть люди, которые как за здрасте могут вступать в конфликты, ссориться, вам это портит здоровье, скорее всего. И это страх. То есть у вас потенциал завести отношения большой, но у вас есть страх конфликтов в этих отношениях. Еще страх упертости, да, или что вас начнут обходить в чем-то, что над вами будут властвовать, вам тоже не очень нравится, что приказывали. И еще, что хитрый человек попадется, да, что вас облапошит. Вот вы боитесь обмана, конечно. У вас много страхов, на самом деле, по поводу отношений. Первый страх – это конфликты, второй страх, что вас обманут, и третий страх, что вами будут слишком сильно командовать. Вы это ничего не приемлете. К чему вам лучше стремиться? Здесь, значит, рыцарь мечей. Вам лучше стремиться к активности. Понимаете, без активности, а какая может быть личная жизнь без активности? Даже учитывая ваш потенциал. Я, конечно, понимаю, что кажется, вот потенциал велик, и ко мне прям постучится в дверь моя вторая половинка. Но это не всегда так. Это на самом деле не всегда так. То есть вам нужно стремиться к активности. И в себе нужно открывать все-таки желание общаться и выходить на контакты, на знакомства. Понимаете? Это важно. Хорошо, давайте посмотрим. В этом году будут ли у вас уже отношения, новая любовь? Так, давайте смотреть. Значит,
звезда. Будет, у вас будут отношения, новая любовь, но как будто бы либо по интернету, либо на расстоянии. То есть не сразу лично. Вот так могу сказать. А еще есть еще один момент. Звезда может означать, что вы влюбитесь в звезду. Да, может и взаимно, но любовь со звездой. Это человек известный, популярный, знаменитый, может быть. И тогда это сложновато, я вам скажу, что на расстоянии любить сложновато, что иностранца любить сложновато, это может быть иностранец или иностранка, что известного популярного человека, да. То есть есть какая-то проблема. Когда ты смотришь снизу на звездное небо, тебе кажется, что до звезды ты не дотянешься. То же самое с вашим человеком. Вызывает восхищение, сильное притяжение. Вы тянетесь, да, но еще пока не дотягиваетесь, потому что чувствуете, что это вам или не ровня, или что не пришло время дотянуться, или еще что-то такое. То есть вот идет какая-то такая в этом году ситуация, да, еще не совсем это отношения. Что-то в них не так немножко. То есть человек как будто явно, как вам кажется, лучше вас, слишком лучше. А еще может наоборот быть. Человек думает, что он сильно вас хуже, но это еще хуже на самом деле. И превозносит вас до такой степени, что общается, но не решается на отношения. Ну, а вы будете это воспринимать, как пудрит мозги? Хорошо, давайте смотреть дальше. Как эти отношения будут развиваться, да? Тут знак еще выпал. Давайте-ка глянем все же. Колесо фортуны. Видите, судьба вам, судьба с этим человеком. То есть это именно кармические какие-то судьбоносные отношения. Встреча должна произойти во что бы то ни стало. Как у вас будут развиваться отношения? Куда пойдут-то? Шут. Это новые отношения, яркие, с впечатлениями. Но пока пара чувствует себя каждый свободным. То есть интерес взаимный есть, общение есть, флирт есть, но еще люди не вступили в серьезные отношения. То есть в этом году у вас начало романа, это совершенно точно с нуля, новый знакомый человек. Отношения очень интересные, совершенно неординарные. Да, я перечислила в каком смысле, но это ваша судьба. Однако в этом году вы еще в серьезную стадию, конечно, не перейдете. Потенциал большой у шута. Когда люди начинают с нуля, может быть большой проект отношений, но еще никто не торопится отдавать свою свободу, да? Вот это интересно. Хорошо. Чем необходимо пожертвовать, от чего отказаться ради этих отношений? Императрица. Ну, понятно, звезда, да еще с императрицей. Либо ты свою корону снимаешь, либо этот человек. А этот человек вряд ли снимет корону, да? И тогда придется тебе отказаться от чего? От своей стабильности, от своих принципов, от своего желания срочно завести семью. От этого придется отказаться. А для мужчины ему придется отказаться от женщины, потому что товарищ, оказывается, еще не совсем оборвал все свои энергетические связи. Какая-то женщина явно будет вас, дорогой мужчина, преследовать. И вам нужно от нее отказаться ради этих отношений многообещающих, да? Что может вам помешать? Сила. Ну, сила говорит, что помешает битва характеров. Нужно приручать друг друга. Будут все время всплывать какие-то инстинкты, да, которые... Мол, один будет говорить, это я, а второй будет говорить, это я, да? То есть это вот такая вот буря внутри, возмущение. Не хочу я подчиняться. Ни я не хочу, ни я не хочу, оба скажете, да? Конечно, характерцы тут у обоих. Плюс менталитеты могут сталкиваться. Плюс, если один звезда, второй императрица. Каждый любит себя очень сильно и хочет, чтобы его почитали и любили, да? Поэтому здесь могут мешать вот такие вот именно битва ваших характеров, оба лидера. Что поможет? Паж Пентаклей. Возможно, помог бы какой-то из ваших ребенок, да,
Не думаю, что у вас будет сразу беременность. Но паж Пентаклей — это, возможно, у кого-то из вас есть ребенок. Он может объединять, а не только отталкивать. Многие думают, что дети чужие отталкивают из отношений новых половинок. Это не всегда так. Иногда дети очень даже привлекают. И чужих детей кто-то начинает еще и любить, и привязываться, и наоборот это соединяет. А еще может быть такой момент по пажу Пентаклей. Все-таки учтивое, услужливое такое общение, сильная страсть может помочь. Добрые сообщения, добрые звонки, комплименты, хорошие слова, быть очень любвеобильным человеком, да? Любить от всей души, а не качать права и не показывать свое «я». Вот, это очень может помочь. Чем сердце здесь успокоится? Сердце успокоится королевой кубков. Вот вы каким должны быть человеком? Король Пентаклей очень похож на королеву кубков. Чем? Умением проявлять ответственность, забота. Но у королевы кубков еще интуиция. И вот это женщина, которая хочет, чтобы ее любили. Если вы мужчина, у вас будет женщина, которая просто хочет, чтобы ее любили. И вам нужно об этом помнить. Этим сердце успокоится. Вы можете перейти в стадию серьезных отношений в будущем. А для женщины, если вы хотите, чтобы вас любили, научитесь понимать, научитесь проявлять ответственность, быть заботливым, добрым человеком, каким вы и являетесь, а не показывать упертость, характер, да, или какие-то вот свои негативные стороны. Вообще человек у вас интересный, необычный, звезда, да, и у вас судьба с ним встретится, поэтому я считаю, что потенциал большой, но начинается все с нуля. И с нуля, ну, значит, нужно время. Ну, вот такой ответ по второй позиции. А мы идем дальше. Позиции номер 3. Наша лягуха с янтариком. И первая карта — ваш потенциал. То есть ваш потенциал в этом году завести новую любовь. Да? Тут у нас карта мага. Только вы можете этим распорядиться. Вам это легко сделать. Вы очень обворожительны, притягательны, харизматичны, интересны. Легче не придумаешь. Вы человек-манипулятор. Вы можете из кого угодно свить любые веревки. Завести отношения для вас вообще расплюнуть. А вот куда они приведут, это вопрос. Потенциал очень большой. Человек вы очень эгоистичный, я вам честно скажу, у которого эго на первом месте. Ради кого-то, чего-то вы, скорее всего, делать не собираетесь и не будете. Вы себя обожаете, любите, знаете себе, как говорится, цену. Скорее всего, вы симпатичный человек, очень приятный, да, не только харизматичный, а именно красивый человек. И многие на вас каждый день засматриваются. Поэтому вот сами отношения, в них вы, скорее всего, не особо нуждаетесь, вам вот так расплюнуть, и они у вас есть. Любые. Любые и с любым, или с любой. Так что, вот я говорю, потенциал завести их, это не проблема. Давайте разбираться, в чем проблема, потому что явно завести отношения никаких проблем. Тут что-то другое. Давайте посмотрим. Ваши ожидания и страхи. Ага, башня. Вы боитесь разрушения этих отношений. Ну, заведу я отношения. А потом что? Потом меня или бросят, или я брошу, да? А чаще всего вы. Или что-то разрушит эти отношения, мы расстанемся, и я должен или должна переживать. То есть вот вы это прям так воспринимаете, и не хочу, боюсь разрыва, боюсь разрухи в своей жизни, перемену места жительства, мне придется что, переезжать опять. Вот понимаете, у вас прям негативный опыт, он очень сказывается, возможно, был развод, или очень такое бурное расставание, нехорошее. С осадком, с большим осадком, разрушение жизненных идеалов. Но вы эгоистичный человек, но чего вы хотели? Все равно когда-то, ну, как говорится, любой эгоизм должен разбиться о то, что он обязан заботиться, такой человек, да, и,
Но если вы не захотели это проявить, оно все выросло в ужасный негатив, и вот оно рухнуло, понимаете? Причем вы, скорее всего, совершенно убеждены, что это вы заботились, что это вы все сделали, а вам ничего. На самом деле, скорее всего, если хорошо покопаться, слишком сильная самостоятельность все-таки бьет по отношениям. Понимаете? Ну, я вас ни в чем не обвиняю, я сама такая. И, конечно, это нужно долгое время, чтобы проанализировать. Но вы боитесь башни, вы боитесь разрушения, разрухи, понимаете? Над чем вам нужно поработать, чтобы все-таки завести отношения? Видите, у вас выпала жрица. Умение молчать, загадочность, интуиция, чувствовать людей, чувствовать, да, какое у человека настроение. Или когда к человеку можно вот подойти, его обнять, а когда нельзя. Или когда о нем позаботиться. Может быть, вы заботились тогда, когда именно вам надо. То есть, да, любой эгоист так думает, я забочусь. А на самом деле он заботится не тогда, когда надо это самому объекту заботы, а когда ему самому надо. Когда он удовлетворяет свое желание о ком-то заботиться. И, понимаете, жрица, она показывает вот как раз-таки некий вид, она тоже, кстати, тоже эгоистка, да, но она показывает все-таки некий вид человека интуитивного, то есть который знает, а когда все-таки надо, да, когда надо себя проявить, а когда не надо. И, знаете, тут нужно чувствовать, вот над чем нужно поработать, над таинственностью именно. То есть умение молчать, что-то замолчать, да, вовремя замолчать. И иногда просто, когда ты молчишь, тебя считают еще умнее, чем ты, даже когда говоришь. Вот понимаете, вот это вот тут такой момент очень тонкий, вот тонкая грань. Но нужно над этим поработать, над умением именно молчать. Я считаю, в жрице тут больше всего тишина, спокойствие, интроверсия. В маге больше экстраверсия, да? Значит, будут ли у вас в этом году новые отношения, новая любовь? Давайте посмотрим, будет ли у вас в этом году новая любовь. Тройка мечей. Ну, старые раны пока дают о себе знать. Вам сложно заводить отношения. Потенциал большой, но вы боитесь башни. Вот. Вы боитесь, возможно, себя уже как человека в чем-то, да. Как личность вы в себе уверены, но в плане отношений вы знаете, чем это все может закончиться насквозь. Видите, у вас и маг, и жрица выпали, да. Ну, то есть вы понимаете, что вам трудно. Хорошо. А встретится ли вам кто-нибудь, с кем все-таки можно было бы завести отношения? То есть вы себя явно удерживаете из-за прошлых травм. Встретится ли кто-то? Четверка пентаклей. Вы очень ограничиваетесь от контактов. Вот встретиться-то вам несложно, да? Вы ограничиваете себя подсознательно от контактов, и вам очень сложно на них выходить в плане именно для отношений. То есть я даже могу пообщаться с человеком, но я не могу с ним пойти на отношения. Вот есть у вас такой барьер сейчас, на сегодняшний день, и это очень сложно все преодолеть. Вам сложно заводить отношения, вам сложно. Пока что у вас ответ, к сожалению, что вы сами не решите заводить отношения. Если решите, заведете сразу. Хорошо, чем необходимо пожертвовать и от чего отказаться, чтобы завести все-таки отношения? От чего нужно отказаться, чем пожертвовать? Шестерка жезлов. Вот видите, у вас такой момент есть, что вы человек, который вот кровь из носу должен победить, во-первых, да? Во-вторых, чтобы вы удивлялись, в-третьих, лидером быть, да, вот вам нужно пожертвовать своей лидерской позицией, своими амбициями. Вам нужно пожертвовать своим эго. Вот вы все-таки человек, за которым, мол, все должны идти в жизни. И да, вы в чем-то молодец, я уверена на 100%, вы прекрасный человек, но вся проблема в том, что вы боитесь заводить отношения, да, и вы знаете, чем это кончится, и вам, чтобы не кончилось плохо, нужно отказаться от победы над своим партнером или партнершей. Над своей вот этой, как, ну, победить лучше свою спесь, да, вот
свой характер в чем-то, свои лидерские качества в чем-то надо научиться побеждать, а не уходить от людей. Понимаете, у лидера, у него два пути, особенно у женщины. Вот женщина-лидер, она может быть с мужчиной лидером, а может быть с мужчиной тютей, да? Кстати, тютя по-немецки это пакет. Ну ладно, это уже другое. С мужчиной вот как вот таким, как слишком затюканным, или как сказать, ну, подкаблучником, что ли. И как бы третьего-то и не дано. Либо он лидер, нормальный человек, да, либо он подкаблучник, который все будет за ней бегать и говорить, вот это, в рот заглядывать там, ой, это, вот я тебе вот это. То есть, какого вы хотите рядом с собой видеть, как женщина-лидер? Вам нужно подумать. А мужчина-лидер, ему нужна, как у него может быть, либо заботливая женщина, но совсем не лидер, да, среднего чаще всего ума, либо женщина-лидер с характером. И вот кого вы хотите видеть рядом с собой? Кого бы мы не хотели видеть, если вы, как женщина, не хотите видеть рядом с собой мужчину-подкаблучника, вам придется убрать шестерку жезлов, потому что мужчина-лидер не потерпит, если вы им пытаетесь жестко манипулировать, управлять и командовать. Мужчина, он может тут ему посвободней, да, пофривольней. Если он маг, он может с женщиной завести среднего ума отношения, не сильно лидером, но ему станет скучно, да, он ее сам бросит. Если она лидер, ему будет никогда не скучно, но тогда ему нужно научиться все-таки, чтобы они вместе как-то, да, вот, что равноправие какое-то было. Вот. Ну вот если вы это все продумаете хорошо, то у вас будут в любой момент завтра прям отношения. Вы же это понимаете. Хорошо. Значит, что может вам помешать в личной жизни? Карта «Мир». Ну, мир говорит о расстоянии. Если вы кого-то встретите, это может быть человек на расстоянии, или иностранец, там, или иностранка, да, или другого города. Вот вам может мешать это расстояние. Реально может сильно мешать. Мы тут видим еще и Тельца, и Льва на карте. Так интересно. Дальше, значит, что вам поможет? Четверка кубков. Четверка кубков вам поможет научиться молчать и иногда пребывать в тишине, в спокойствии. Тогда вы быстрее заведете отношения, если будете больше созерцать и думать, да? Созерцать и думать. Значит, чем у вас сердце успокоится в любви? Чем оно успокоится? Четверка жезлов. У вас будет брак хороший, этим сердце успокоится. Стабильный хороший брак, у вас будет свадьба, но не в этом году просто, да? В этом году свадьбы не будет, но она может быть уже в следующем году, в позаследующем году, да, все зависит от того, как быстро вы будете развивать отношения. Кто будет рядом с вами в будущем? То есть, ну, не в этом году, но потом, в следующем. Кто будет рядом с вами в будущем? Шестерка мечей. Да, этот человек явно живет в другой стране или в другом городе. Это совершенно точно. Кстати, человек довольно обстоятельный и спокойный. Но явно не подкаблучник и не подкаблучница, или как это сказать, не женщина, которая там, да, все это бегает за вами. Не такая. Хороший человек, все, но этот человек не живет в том городе, где вы живете, не живет. Как у вас будут развиваться отношения? Рыцарь Пентаклей. Медленно, но верно. Довольно серьезные будут сразу отношения, подход такой серьезный. Сразу будут люди обозначат, да, что у них серьезные отношения будут в любом случае. И они будут к этому идти. Отношения будут не всегда очень романтичные, а скорее люди будут знать, какие у них и цели и в жизни, и в работе, и в деньгах, и все. Как-то вот вместе будете идти и достигать уже, да, по-серьезному как-то вот такой подход. Поэтому здесь хорошая перспектива. Вот еще одну на перспективу карту. Видите, девятка пентаклей. Богатая жизнь, хорошая, уверенная жизнь. То есть вы можете создать пару, действительно, хоть и не сейчас, да, но в будущем у вас все получится. И уже, скорее всего, в следующем году у вас будет брак. Но просто не в этом. Ну, вот такой ответ по третьей позиции.
Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!